И в завершении «Вечное утро» Ефима Шапошникова. Сегодня в выставочном зале Комдрагмеда в столице республики открылась экспозиция «Утро Сындыстах». Графика художника-иллюстратора Ефима Шапошникова, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося художника. На торжественном открытии выставки присутствовали родные и близкие Ефима Михайловича, коллеги и друзья. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. На экспозиции десятки картин от самых ранних, еще студенческих, до самых поздних серий. Причем ценителей творчества Ефима Шапошникова порадуют не только признанные работы в жанре графики и литографии, но и редкие для автора живописные полотна. Сегодня очень уникальная возможность увидеть живопись. Это как бы для художника-графика очень необычно. Но для нашего автора Ефима Михайловича Шапошникова это естественно, потому что он учился изначально вначале, мечтал быть живописцем. Для многих работ мастера позировали близкие люди и дети Ефима Михайловича. Старшая дочь Аита Шапошникова вспоминает, как непросто быть моделью для отца. Надо подолгу сидеть там в какой-то позе вынужденной и выдерживать эту позицию достаточно долго. И мы ленились, я ленилась, я старалась поскорее убежать. Но есть книжки, где я позировала. Например, «Девочка-ревушка», есть такое стихотворение Семена Данилова. Там девочка плакса изображена, это я. Совместный труд отца и детей стал основой для десятков иллюстраций к детским книгам. Автор долгие годы сотрудничал с якутским книжным издательством и иллюстрировал работы Соруна Маллона, Семена и Сафрона Даниловых, Николая Заболоцкого и других выдающихся якутских писателей. Особенно, конечно, это то, что примечательно для его иллюстрации. Он был прекрасный анималист, обожал рисовать животных, оленей, прямо можно сказать, заднего копыта начинал и заканчивал это. Работа Ефима Шапошникова позволяет окунуться в атмосферу 20 века. И многим людям старшего поколения наверняка напомнят детство, где даже черно-белые иллюстрации любимых книг были ярче. Афанасий Николаев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.